вспомнила, что я-то вас знаю гораздо раньше, чем вы меня. Да, я вас хорошо помню на рынке Манитах. Ну, тогда точно. Раньше. Какой-то такой комок энергии, сгусток, кудрявые волосы такие, глаза и речь такая бойкая. Благодарю, да. Это было очень давно, и это был Манитах, и это была ваша энергия абсолютно. Но мне кажется, энергия осталась абсолютно та же. Нюргустана Лукина, выросшая 12-м ребенком в приемной семье, сегодня с гордостью носит звание счастливой мамы и успешной предпринимательницы. В партнерстве с супругом является совладелицей семейного холдинга Лукиных. В последние годы активно выступает на различных публичных площадках в качестве спикера, щедро делясь опытом в сфере бизнеса и житейской мудростью. Нюргустана Лукина – обладатель международной премии «Духовный наставник-2024», по мнению журнала Teens and People, Казахстан. Нюргустана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я так рада вас видеть. Все, спасибо большое, взаимно. И я, когда готовилась к нашей с вами встрече, я вспомнила, что я-то вас знаю гораздо раньше, чем вы меня. Да, я вас хорошо помню на рынке Манитах. Ну, тогда точно. Раньше. Раньше. Это какой-то такой комок энергии, сгусток, кудрявые волосы такие, глаза и речь такая бойкая. Благодарю, да. Это было очень давно, и это был Манитах, и это была ваша энергия абсолютно. Но мне кажется, энергия осталась абсолютно та же. Спасибо. Ну, я вот помню тоже, Аня, тебя, тоже твои невероятно рыжие, кудрявые волосы. Я почему тебя так воспринимала. И что-то мы сегодня сидим такие обе с маленькой головой. Без наших кудрей природных, да. Ничего, память, она все. Помоем волосы, сразу все кудри вернутся. У меня так. Помыть волосы. И вот когда готовилась, много посмотрела материала с вами. Вы очень много про бизнес, конечно, говорите. Все, что ассоциируется с вами, это бизнес, это успешный бизнес, это семейный бизнес и так далее. Поэтому не хочу об этом говорить. Хорошо. Вы не против? Нет, конечно. Это будет замечательно. Да, я думаю. Отдохну немножко. Я думаю, да. Поэтому давайте поговорим вот о такой очень важный момент. Я периодически устаю, как многие, наверное, современные женщины устают, и начинаю вопить у себя в соцсетях, типа Господь, что так много ответственности на современной женщине, да кто это придумал вообще, Роза Люксембург, что ли, или кто это все придумал нам? Очень много ответственности, правда, на современной женщине. И я провела опрос, говорю, а вот с кем бы поговорить на эту тему? Кто бы мог сказать? И очень многие написали про вас. Я в процессе тоже, как все люди. Сказать, вот знаете, чем больше я изучаю какие-то моменты, чем больше я пытаюсь понять, как этот мир создает, что истина, как важно понимание, как вообще работает этот мир, даже понимание женщины и мужчины. Чем больше я об этом узнаю, тем больше мне кажется, что я ничего не знаю. То есть я знаю, что я ничего не знаю. Мне кажется, гармония есть. У меня даже есть понимание по этому поводу. Интересно. В моем понимании, что у каждого человека есть свое предназначение. Что каждый человек, когда он рождался, то у Всевышнего, не знаю, у Вселенного, на этого человека был свой план. Просто по ходу пьесы мы иногда забываем о своем плане, о своем предназначении, о своей миссии. И начинаем пытаться быть кем, чем мы не являемся. Приходит девушка. Для меня глаза — зеркало души. Я по глазам смотрю, вот эта шуба или вот эта вещь подходит человеку или нет. Приходит девушка и говорит, а мне, пожалуйста, что-нибудь такое скромное, там, малозаметное, там, я люблю быть скромной. Я говорю, ладно, хорошо. Мы подыскиваем ей вот именно ту вещь, которую она попросила. Мы одеваем на нее, А это мы не видим, она, да? что не она. Глаза не загораются, нету вот этого отклика тела. Когда появляется улыбка или появляются светящиеся глаза,
Мы такие, ну, давайте померим дальше. Ну, мне интересно посмотреть то внутреннее, истинное, которое в ней заложено. Просто интересно, даже из-за любопытства просто так, знаете. Ну, из-за профессионального тем более. И мы начинаем одевать другие вещи, другие шубы. И вдруг оказывается, что она пытается быть там скромной, серой мышкой. А она не такая. Она яркая, харизматичная. Ее суть даже больше роковой быть женщиной, чем вот такой серой мышкой. Это такой план на нее был. И мы одеваем вот такую, например, яркую, шикарную шубу, мы видим, глаза загораются. Она начинает светиться. Вот просто, когда человек именно идет по своему предназначению, тому плану, по своему миссии, он светиться начинает. И вот у меня есть четкое понимание, что если мы каждый делали то, что нам предназначено, и то наше истинное «я», то, что нам правда душой, вот, ну, не знаю, заложено. И когда мы это будем делать, и душа, и сердце будет радоваться, будет гармония. Ну а как же узнать? Вот мы же не приходим вот с этим пониманием. Мы приходим, допустим, вот то, о чем вы говорите, с какой-то миссией, да, с каким-то Дети, предназначением. помним об этом. Я на собеседованиях очень люблю задавать вопросы. Да. Кем вы мечтали быть в детстве? Хорошая подсказка. Очень хорошая подсказка. И такие вот, знаете, меня очень огорчает очень часто, когда люди идут, ну, говорим, а что вам в детстве нравилось? Вот, ой, я любила песни петь, там я любила то, я люблю этим заниматься. Потом смотрю, а почему пошли в бухгалтер? Ну, мама, папа сказали. Но для этого же есть жизнь, чтобы пойти сначала не туда, потом пойти туда, потом Я вернуться бы куда-то очень на старт. хотела бы, чтобы люди прислушивались к своим сердцам, своим ощущениям, своим чувствам, что в действительности для них близко. И главное, ощущение не... Потому что у нас есть две вещи. Есть истинное наше «я», это сердце, душа, которое откликается на то настоящее. А есть эго. Эго — это наше такое больше... такое самолюбие под названием того, что нам так удобно, нам так комфортно. Ну, например, человеку нравится выпивать алкоголь. Ну, мы же все знаем, что это вредно. Но он себя вот так хорошо там А чувствует. я так хочу, да? Вот какой-то вот, знаете, человека, я бы хотела бы порекомендовать человеку больше себя изучать, чувствовать, больше быть вот в те ощущения, когда ты не то, что часто люди пытаются в глазах других людей отразиться. Все говорят про меня, что я хороший. Значит, я хороший. Наверное, хороший. А ничего, что душа болит, ничего, что мне противно и выть хочется. Но зато про меня говорят, что я хороший. Да пусть лучше говорят, что ты не хороший. Главное, чтобы у тебя внутри было замечательно, чтобы ты чувствовала, что вот ты делаешь то, что ты должен делать. И это же вот эта история тоже, кстати, про успешный успех, да, когда требования общества вот такие, ты должна быть вот такой и еще вот такой. И попробуй там, не поломайся, попробуй не выгори, и попробуй не разрушь свое здоровье. Да? А здоровье мы рушим тогда, когда мы, правда, на самом деле идем против себя, своего истинного и своего сердца. И тогда мы сами себя начинаем наказывать, наказывая свое здоровье. Быть счастливым просто. Будьте самими собой, настоящими. Будьте честными. Как говорят, я услышала такую фразу, когда один человек сказал: быть счастливым — это когда не надо ничего скрывать. Надо быть таким, какой я есть. Но это же страшно. Это же страшно. Людям страшно. Почему? Потому что это значит, люди хотят все время какой-то одной стороной под солнышко встать. Вот типа вот это моя рабочая сторона, я этой стороной буду транслировать. А вот эта сторона теневая, нелюбимая, ну, опять-таки обществом же порицается там, какие-то качества. Это у меня есть, но я не буду об этом думать. Хорошо, я тогда сейчас вам расскажу одну историю. У меня много таких историй. Как общество думает, что это минус. Это на самом деле оказывается твоим плюсом.
твоей индивидуальностью, твоей фишкой. Ну, например, как звали, я расскажу. Помните, показывали такого тренера, очень успешного, у которого есть жена, красивая модель, много детей, а он сам без рук и без ног. Да, Ник Вуйчич. Да, это же минус быть без ног, без рук. Да, А он это превратил во что? в индивидуальность. И свой плюс. Он благодаря тому, что без рук, без ног, он сумел быть счастливым, успешным и теперь делится с другими своим опытом. Я знаю историю одной девушки, которая без руки. И она стала чемпионом мира именно по битвам по мячам. Мгм. И у нее задают вопрос: как вы без рук? А это она не среди тех, которых безруких там, да, она стала чемпионом, а среди всех здоровых. На равных. На равных, без руки она стала чемпионом. По мячам они говорят: как вы без руки, как вы, вопреки тому, что вы без руки, стали чемпионом. Она говорит: я благодаря тому, что я без руки, я стала чемпионом. Благодаря. Она научилась каким-то образом уметь своим телом организовываться, что соперники с двумя руками не могли ей противостоять. Это стало ее плюсом. Этот минус превратился в плюс. Знаете, в математике есть такая фраза: минус на минус дает плюс. А Признай свой минус. Да, я такая, да, есть у меня такая особенность. Раскройся. Знаете, я вспомню одну вещь. Когда люди искренне о чем-то говорят, ну вот, например, там, ладно, нельзя эти вещи говорить, но я скажу, по идее, ну это антиреклама, но бог с ним. Значит, в «Авроре» была такая, значит, рекламация от гостя нашего. Было написано так: я была недовольна, я пришла, гардеробщица была со мной не так вежливо. груба. Ну, невежливо там, как бы было сказано. Потом тарелка была со сколом. И в ресторане было холодно. Было написано. И управляющий очень искренне, честно ответил: вот, я очень прошу прощения, говорит, но гардеробщица недавно пришла к нам на работу, и мы с ней, конечно, разговариваем, мы с ней работаем, что гостей нужно встречать определенным образом. Мы очень извиняемся за эти тарелки. Мы копим деньги, чтобы купить новые тарелки. Ну, честно сказать, вот этот оскол на вкус еды не влияет. А с холодом мы сами боремся. Так, и... Так мило. И вот ты заулыбалась этому ответу. И когда мы честные люди, тоже улыбаются. Они готовы нам помочь. Когда я говорю: я не могу справиться с этим. Когда, я помню, была такая история, помню, когда так министру сельского хозяйства мы очень долго пытались записаться на прием, и записались, а у нас записывали, помню, на месяц, ну, помню, как бы вот. Заранее, да? Да, заранее. И вот у нас было время, когда мы должны... А мы из головы вон вылетело, что вот у нас сегодня встреча. Мы спим. Да, звонит телефон, и говорят: вы где? Ну, в каком смысле где? Вы сегодня должны быть на встрече быть. И я думаю, сейчас мой муж, ну, Иннокентий скажет там: у нас машина сломалась или что-нибудь. Он сказал: ой, извините, мы забыли, и мы проспали. Честно, искренне. Чем это закончилось? Нас заулыбались так же, поняли, что мы, ну, люди простые, такие же, как все. И мы ничего не скрываем, как есть, говорим. И они нас записали на ближайшее время. И не было никакого там осуждения или... Мы боимся иногда тех вещей, но когда мы искренне, люди это чувствуют. Ну, допустим, вот он уже честный, он уже искренний, он уже все про себя знает, принял все, плюс, минус, И день, других, солнце. и с другими. Да. Да, может, есть моменты, которые я, ну, если меня честно о чем-то спросят, если не захочу сказать, я просто промолчу. Не хочу врать. Но если спросит честно, я скажу, как есть. Хорошо. А что еще тогда нужно для счастья современной женщине? У нас Наверно, тема про женщин. чувствовать себя искренне, правда. Искать себя, познавать себя, ощущать себя. А обязательно ли быть социально реализованной? Ну, в Вот моем обязательно понимании- ли быть, допустим, профессионалом или иметь успешный бизнес? Обязательно ли это, чтобы быть счастливой? Ну, понимаете,
я опять пойду по предназначению. Если у тебя предназначение быть бизнес-вумен, то да. А если у тебя нету такого предназначения, и у тебя предназначение воспитывать детей дома, это лучше всего получается? да. А я видела много страдающих женщин под названием, ну вот, не буду называть имен, но вот у меня есть сотрудница, она говорит, когда я иду, у нее, ну вот, 2 детей маленьких, сейчас 3-й ребенок намечается, и она говорит, когда я иду на работу, у меня ощущение, что я иду отдыхать. Для нее работа — это отдых. И сидеть дома для нее каторга. То есть это не Это ее не история, ее да? история. И потом я говорю, ищи выходы. Но зарабатывай столько, чтобы у тебя были нянечки. Чтобы ты могла бы Позволить себе работать. нянечки. И ты могла бы работать в свое удовольствие, если для тебя работа — это отдых. Тогда быть честной с собой, не предавать свое предназначение, вообще понять его, следовать ему. Найти, искать идти. А было бы я замечательно, еще бы сказала бы, найдите большую цель. А большая это какая? Я помню фразу. С великой ответственностью приходит великая сила. Большая цель — это что-то глобальное и не бояться. Вот что-то такое отдающее цель и какая-то такая глобальная, чтобы ты ощущала, что, исполняя эту цель, не такая цель — купить квартиру, машину для себя. А может, что-то я хочу сделать, изменить. Может, помните историю про ученого Эдисон, который лампу сделал? Да. Помните, была история о том, что его выгнали со школы, потому что он был умственно отсталый ребенок. У многих, кстати, такая была, оказывается, проблема с образованием. Оказывается, представляете, Гениальных он людей. стал ученым века. Мгм. И, знаете, его мать, которая не стала ему говорить о том, что его выгнали Она из-за сказала, того, что он умственно. что он слишком умен Да, для этой школы. да. Исходя из вашей логики, получается, что вот ладно, ставить великую цель, но как будто бы если это не соответствует предназначению, то и не надо. Ну, то есть не каждому нужно оставлять след в Смотрите, истории. большая цель, громадная цель, она не будет вас зажигать, если это будет не ваше. То есть вот, ну, скажем так, ну, да, я скажу там, ну, у меня приходит, я спрашиваю, а кем вы в детстве мечтали? Вот я хотел быть космонавтом. Ну, наверное, все хотят быть космонавтом. Я говорю, нет, извините, скажу, что вот сколько я собеседований провела, вы 2-й человек, который хотели быть космонавтом. Не придет какая-то идея в голову. Не придет, то есть вот это желание какое-то, вот оно должно греть вас, вдохновлять, глаза должны загораться. Оно может загореться только там, когда есть отклик сердца и души. А иногда бывают же такие цели ложные, не наши. Да? Да. Вот такие вот просто, вот это то, о чем социально навязанная история Вот, или вот какая-то. это, ну, вот там, если ты купишь эту машину, ты будешь крутым. Покупает человек эту машину и говорит, а почему нет этого Или удовлетворения? обладание конкретным брендом. Но это вот больше, я вот говорю, это ближе к эго, к гордыне человека. Это не истинное. Это больше темная сторона наша, с которым нам надо разбираться, договариваться. И, знаете, я однажды была удивлена, был такой, ну, мне есть много о чем говорить. Была такая история, помню, мне дали задание. Напишите ваши самые сильные качества. Я пишу о своих сильных качествах. У меня такое сильное качество. Какое? Ну, Ну а какое у вас ну, сильное например, качество? трудолюбие, Так. искренность, Ага. там, еще какое-нибудь качество, ответственность у меня. И я вот это написала. И потом мне сказали, а напишите теперь ваши негативные качества. Какое было мое удивление. Это то же самое, да? Я написала, а мне сказали, а теперь посмотри. То есть я написала лень, безответственность, неискренность. То есть я говорю, что вот у меня могут проявления этих качеств уже быть. То есть у нас иногда вот эта сильная сторона, если мы можем эту сильную сторону развивать, то и есть обратная сторона медали. Вот, да. И чтобы туда не уходить, наша гордыня, эго иногда туда чаще тянет. Тогда это вот история про баланс. Нужно баланс выдерживать. История о том, чтобы смотреть, какие у нас сильные стороны. И, как говорит, ну, опять, я могу, вот, ну, ладно, расскажу. Была история, такая есть притча, что внук спрашивает у дедушки, да, что-то спросил, и дедушка говорит,
в тебе, говорит, два волка. Есть темный волк, и есть Светлый волк. Он говорит, и между ними всегда идет борьба. И внук спрашивает, дедушка, а кто выиграет, светлый волк или темный? И дедушка отвечает, а кого ты кормишь? Давайте корми светлого волка своего. Как И- будто бы так просто. Просто, но на самом деле мы иногда теряемся, знаете, где? Я недавно это узнала, очень была поражена, и мне так понравилось это. Короче, мы принимаем какое-то вот эффективное для нас действие. Ну, например, заниматься каждый день, там, утром я занимаюсь зарядкой. Понятно, что вот начать заниматься зарядкой в начале утра, мы первые на вдохновение занимаемся. На второй день еще куда-то держимся. Третий день уже все. Третий день начинается силой, непреодолимой силой, которые не дают нам возможность этим сделать. Или просто я уже здоровая, Да, мне вот уже что-то, хватает. вот что-то такое в этом духе оправдания под названием. Ну или и в этот момент происходит с нами иногда не очень приятные вещи. Ну, например, я начала заниматься зарядкой, и у меня начинает болеть мое тело, вот Да. мышцы. И ты такая, все, не могу, да. Продолжай делать, пока не превратится это в привычку. То есть где-то 21 день, уже даже ученые посчитали, когда появляется привычка. 21 день я буду каждое утро делать зарядку, несмотря ни на что. От того, что я не могу, непреодолимые силы, которые мне не дают это сделать, все равно даже несмотря на это сделать. Вот на 21 день или на 20, у меня на 25-й день срабатывает, если говорить честно. Щелчок. И для меня это получается как мыть зубы. Превращается в обычную привычку, Привычка. которая не доставляет мне никаких неудобств. Я скажу так, великий мастер Лао Цзи еще 2500 лет тому назад говорил: следите за своими мыслями. Ваши мысли делают ваши слова. Следите за своими словами. Ваши слова делают ваши действия. Следите за своими действиями. Ваши действия делают ваши привычки. Привычки делают ваш характер, а характер делает вашу судьбу. Судьбу. Приобретайте правильные привычки, и у вас будет новая, замечательная судьба. Это ваш выбор. Это очень интересно. И вот в вас, как во многих женщинах, да, очень много реализованных ипостасей. Как, ну вот, мне кажется, это же такое вот требование времени к современной женщине, когда руководитель, там, предприниматель, жена, мать, кто еще? Я Красавица. Кто еще? Вот, это у вот меня всё. сопротивление только по поводу красавицы. Вот Все почему? остальное это я, да? Да нет. Я постоянно была искренне сама собой. Я всегда пыталась заниматься тем, что мне правда доставляет удовольствие. И я никогда не мечтала быть бизнес-вуменом. Я никогда не мечтала иметь бизнес. У меня всегда как-то жизненные обстоятельства меня вынуждали заняться бизнесом и не очень приятные жизненные Да. обстоятельства. И это я видела на это, что как будто вот, Вселенная, Бог от меня этого хочет. Как ведут к моему предназначению. Мол, если я сама сопротивляюсь, то мы тебе создадим обстоятельства, чтобы ты все-таки этим занялась. И самое интересное, когда чем-то я занималась, у меня было много, например, общепитом я не хотела заниматься. Я была в жутком сопротивлении. Вообще не хотела. Какое было мое удивление, когда вот, казалось бы, то, что вызывает сопротивление, но обстоятельства вышли так. Мой муж очень хотел этим заняться. Как жена не будет поддерживать мужа? Конечно, я и хотела его поддержать. И когда я начала поддерживать, какое было мое удивление, когда это стало приносить мне огромное удовольствие. Оказалось, что это мое предназначение. То, чего я даже не задумывалась об этом. Вообще все надо делать с любовью. И почему вы сопротивляетесь слову «красавица»? Потому что на это время нужно. Понимаете, а я всегда почему-то думаю, бессмысленно, зачем? Люди, пожалуйста, разве от того, что я там... Освободите, пожалуйста, Нургустану Ивановну. Да, вот там от того, От что я этого там бремени. красивая или что-то. Да, мне эстетика нравится, мне нравится красивая одежда, мне нравится вот это. Но тратить там, например, на уход там, за лицом или с чем-то огромное время... Однако вы это делаете. Но Однако вы это потому делаете. что обстоятельства сейчас в данный момент, как сказать, я постройнела сперва на сколько килограммов? На 28 килограммов. Сейчас я 5 килограммов свои обратно оттянула, сейчас буду их сбрасывать.
Ну и кожа моя вот, мгм. Ну как сказать, когда ты странеешь, уже в нашем возрасте оно начинает очень быть заметно на теле. И мне нужно было, чтобы не делать никаких операций, там, подтяжек лица или еще что-либо, Нужно было чтобы что-то привести делать, это да? в порядок, мне нужно было этим начать заниматься. Ну, как бы не хотелось, чтобы мне давали больше возраста, чем оно на самом деле есть. Ну и, конечно, ну, это превращается уже в привычку. Да. Прекрасно, прекрасная привычка. И я вот, допустим, вижу, я это наблюдаю, это такой ренессанс. Просто мне надо это принять. Пока в моем умозаключении, у меня в голове, наверное, больше духовность, более какие-то нравственные моменты, принципы, может быть, какие-то технологии, какие-то вот как это создать, как это сделать. А вот красоту я немножко так. Хотя рестораны красивые мы создаем. Хотя мы женщин, А из девушек женщин кого вы делаете, одеваем да? красивыми. Так что мне надо вот с этим все-таки прийти в согласие и Ура! делать это с радостью и с удовольствием. Какая-то польза у вас от Да, сегодняшнего нашего точно. диалога. И буквально 15 секунд на то, чтобы пожелать нашим зрительницам чего-нибудь от души. Что бы я хотела бы пожелать? Наверное, любви. В большей степени любви. Вообще ко всему. К самим к себе. То, что вас окружает. Мы, женщины, мы, наверное, источники любви. И своей любовью мы вдохновляем все вокруг. Наших дорогих мужчин. Мы любовью растим наших детей. Да и вокруг все расцветает. Благодаря той любви, которую мы излучаем. Любви. Любите себя. Любите, чем вы занимаетесь, что вы делаете, близких. Испытывайте эту любовь. И тогда жизнь ваша будет наполнена этой любовью, и вы будете бесконечно счастливы. Любви. Спасибо большое, Нургустана Ивановна. А я вам желаю цветущего вашего ренессанса. Продолжайте нам светить, радовать и вдохновлять своей красотой в том числе.